Сегодня День российской почты. Он учрежден в 1994 году и отмечается каждое второе воскресенье июля. Эта профессия веками не теряет своей актуальности. Значимость почтовой отрасли высока, несмотря на развитие интернет-технологий. О работе ингушских почтальонов сюжет Даны Плиевой. Более 3 миллиардов писем и посылок проходят каждый год через почтовое отделение страны. Собранность, ответственность и коммуникабельность – важные качества для работника этого рода деятельности. В этом уверены и герои нашего сюжета – Эся Чехкиева и Залина Наурузова. Давайте посмотрим, как проходят их трудовые будни, и заодно заберем мою посылку. Отдать квитанцию, проверить регистрацию посылки в базе данных и получить ее на руки – на все про все уходит от 2 до 5 минут. Клиент подходит, предъявляет паспорт, мы помогаем ЯС, регистрируем его. Номер телефона я отправляю пятизначный код, он сообщает оператору, и мы выдаем ему посылку. Это занимает всего лишь 5 минут, даже 3-4 минуты, можно сказать. Оператором связи Залина Наурузова работает всего 2 года, но уже успела освоить все тонкости своей профессии. Помогал в этом и дружный коллектив, с которым девушка сразу нашла общий язык. Устроилась сюда по совету мамы. Уж больно нравилась ей работа на почте. Теперь такую же любовь к ней питает и дочь. Работа, скучная на первый взгляд, оказалась интересной. Мне нравится своя работа. Она у нас немножко трудная, но мы выполняем ее как надо, без жалоб. Нас клиенты любят. Мы так думаем. Коллектив у нас сплоченный, очень интересный. Помогаем мы друг другу постоянно. Вот, и мне захотелось здесь остаться. Если обязанности Залины в основном искать и выдавать посылки, то Эся Чехкиева уже 13 лет доставляет письма. Вот и сейчас отбирает их для адресатов. На обслуживании у Эсет 11 улиц. Для местных жителей она уже не просто почтальон, а желанный гость. Поэтому и на работу каждый день ходит с удовольствием. Настроение не портит даже капризы погоды. Хоть одно письмо приходится всю улицу пройти. И в дождь, и в грязь, и, как говорится, в мороз. И когда град, и когда сильный дождь идет, все равно нам приходится на участок ходить. Все равно вы работу свою любите, да? Да, конечно. Если бы я не любила, вот что я буду до сегодняшнего дня работать. Свой профессиональный праздник работники почтового отделения в стране отмечают с 1994 года каждое второе воскресенье июля. Но история российской почты берет свое начало еще в IX веке и насчитывает более 1000 лет. Во времена Великой Отечественной именно полевая почта была связующим звеном между воинскими частями. А на сегодняшний день почтальоны не только разносят конверты оставшихся любителей письменных посланий, но оказывают и другие услуги. У нас есть свои почтовые услуги, прием платежей, коммунальные услуги. Прием коммунальных услуг, штраф, ГИБДД, земельные налоги. Что еще? У нас различные выплаты, у нас пенсии, пособия, безработица. В республике открыто 54 почтовых отделения, и в свой профессиональный праздник сотрудники Насыркорского не упускают случая поздравить коллег. Я бы хотела в День российской почты пожелать всем успехов, крепкого здоровья. Всего самого хорошего, что может человек сам себе пожелать. С появлением интернета мало кто торопится забросить открытку с посланием в почтовые ящики. Тем не менее, почта с каждым днем совершенствуется. А в век технического прогресса получить письмо по почте от родных и близких приятнее вдвойне. Дана Плиева, Магомед Белакиев. Новости 24.